Посол Таджикистана в России. Авиабилеты на чартеры будут продаваться строго по списку. Как попасть на чартерные рейсы, которые будут вывозить таджикских граждан из России, рассказал Азия Плюс чрезвычайный и полномочный посол Таджикистана в России Мамудин Сатаров. Он ответил на вопросы, кого в первую очередь вывезут, сколько рейсов будет, как осуществляется продажа авиабилетов и об их стоимости. Кто будет вывезен в первую очередь чартерными рейсами на родину? Мы в настоящее время составляем список в посольстве Таджикистана в Москве, в генконсульствах нашей страны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани. В первую очередь записываем и, соответственно, будем вывозить женщин с маленькими детьми, беременных, пожилых и тех, кто имеет серьезное заболевание. Далее по списку лица, которые выехали ранее в Россию в служебных целях и вынужденно остались. Сколько чартерных рейсов планируется? Планируется 8 чартерных авиарейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и другие. Какова будет стоимость авиабилетов? Стоимость билетов будет определена со стороны авиакомпании. Если российские власти дадут согласие на то, чтобы наши авиакомпании вывозили российских граждан из Таджикистана в Россию, то стоимость авиабилетов будет с учетом вылета в одну сторону. Если же самолеты будут летать в Россию пустые, то, соответственно, стоимость билетов возрастет. Когда будут известны даты вылета и стоимость авиабилетов? Конкретная дата вылета, начало продаж авиабилетов и их стоимость будет известна только после того, как мы получим разрешение со стороны российских властей на вылет. Какое количество обращений вы приняли после объявления о чартерных рейсах? Во всех городах России речь идет о более 1000 человек, которые уже записались на эти рейсы. Только по Москве за 3 дня более 800 человек записались. Естественно, среди них есть и граждане, которые не относятся к категориям, о которых я говорил выше. Уже создана комиссия при посольстве и генконсульствах, куда входят руководители всех министерств и ведомств республики, также представители диаспор. Комиссия рассматривает каждую заявку. Если заявивший является из вышеназванной категории граждан, его включают в список. Как только станет известно о вылете, мы свяжемся с ними и сообщим, чтобы приобрели авиабилеты. Предупредим за день до вылета. Если другие люди предлагают гражданам купить авиабилеты на чартерные рейсы, что им делать? Если кто-то предлагает авиабилеты на эти чартерные рейсы, не покупайте, потому что эти мошенники. Нет необходимости идти в аэропорт, звонить по авиакассам, чтобы приобрести авиабилеты. Авиабилеты будут продаваться строго по списку, который составит комиссия, и при их продаже будут присутствовать представители комиссии, чтобы контролировать продажу билетов. А когда возобновится авиасообщение между Таджикистаном и Россией? Мы надеемся, что если эпидемиологическая ситуация позволит, уже скоро возобновиться авиасообщение. Мы видим, что тенденция позитивнее, и если так будет продолжаться, то скоро откроется. Между тем, 22 июня 218 года граждан России, включая 8 младенцев, покинули Таджикистан вывозным спецрейсом уральских авиалиний, СВР 8958, сообщает посольство России в Таджикистане. Он доставил пассажиров в Новосибирск и Екатеринбург. Это первый из 5 запланированных вывозных рейсов для российских граждан, сообщает Радио Азоди. Большинство тех, кто на нем улетели, уроженцы Таджикистана с двойным гражданством, Таджикистана и России. Следующие 4 вывозных рейса вылетят до 1 июля. 2 увезут таджикистанцы в Москву, 1 в Казани, 1 в Санкт-Петербург. Напомним, чтобы попасть на эти рейсы, нужно регистрироваться на российском сайте Госуслуг.